У нас сегодня третья передача по татарским дастанам. В данной серии это последняя передача, и она посвящена дастану Чурабатар. Вот у меня на руках этот дастан. Это вариант буджакских татар, то, что я держу, опубликован на татарском языке. Но вообще дастан Чурабатар, он известен на основных территориях Золотой Орды. Скажем, он на этот раз у всех кипчакоязычных народов есть, за исключением, вот это интересно, алтайцев уже нет, алтайцы не знают этого дастана. Но зато дастан известен казахам, башкирам, нагайцам, узбекам, каракалпакам, ну и, конечно, собственно, нагайцам и разным группам татар. Поволжские татары имеют свою версию, крымские татары имеют свою версию, но, кажется, у сибирских татар этот дастан не был записан. Видимо, в основном вот дастан был известен в центральных районах Золотой Орды и прилегающих территориях, на окраинах уже не был известен. По данным исследователей, этот дастан сформировался во второй половине XVI века, после уже смерти его главного героя Чурабатыра. Но потом мы рассмотрим, кем он был на самом деле. Чурабатыр, он характеризуется тем, что в татарской эпической традиции это последний герой, который носил вот наименование Батыра. Это очень интересный феномен. На самом деле в тюркском мире батыры еще рождались. У казахов есть батыры 17 века известные. У нагайцев тоже есть более поздние батыры. А вот у татар этот класс, который на русский язык можно перевести как воевода, закончился на фигуре Чурабатыра. Это интересный феномен, поэтому мы должны этот вопрос специально рассмотреть. Но если так кратко сказать, фактически это был у татар последним рыцарем Чурабатыр. Конный рыцарь, воевода, вот на нем эта история закончилась. Если, конечно, углубиться в историю этого дастана, то она хорошо изучена, и поэтому мы, собственно, аспекты, связанные с работами наших ученых по этой теме, рассматривать не будем, ну, фольклористические аспекты, а больше остановимся на исторических аспектах, где есть для нас важные сюжеты, которые сейчас вот полезно знать потомкам Чурабатыра, то есть нам. Сюжет довольно простой у этого героического дастана. Отец Чуры, его звали Наран-би, был найден одним из крупных предводителей Казы-би, который якобы жил в дагестанском юрте. По дороге его обнаружили ребенком, и вот ему дали наименование Наран, означает краснолицый или рыжеволосый. И вот этот Наран был выращен этим бием, он фактически был взят на воспитание, и после этого он уже в взрослом состоянии тоже стал батыром, женился на дочери одного уздена, то есть свободного человека, Мингсулу. И вот от этого брака родился Чура. Но Наран, который был явно знатной фигурой, бием, потом это мы увидим еще, женился на красавице Мингсулу, которая несколько раз принесла ему большие проблемы. Изначально вот брат этого Казы-бия бросил взгляд на жену Нарана, она ему понравилась, и в итоге закончилось тем, что Наран-би его убил и с женой бежал. Как раз вот Чурабатыр, будущий, родился во время побега своего отца. И рассказывается в дастане, что Наран побывал в разных местах, но преимущественно, кажется, был Поволжье. И он там и в Астрахани побывал, и вообще видно, что он, живший первоначально в Крыму, оттуда удалился. И вот когда он жил в Астрахани,
Ачирит Торас, астраханский владетель, тоже захотел поразвлечься с его женой, и он еще раз убил этого султана, правителя Астрахани, и тоже бежал. Вот таким образом Чура родился в скитаниях, но потом через некоторое время отец его вернулся, и уже он описывается как такой владетель, живший в Крыму. Но точное место его владения неизвестно, но из достанов создается впечатление, что речь идет о какой-то пограничной территории. Вот Чура Батыр быстро вырос, еще с малых лет был батыром, потом, повзрослев, он тоже в разных местах скитался. По пути, по рассказам видно, что Чура Батыр и по Волжье побывал, и где-то, кажется, в районе Касимова побывал. Но затем, вот, пока его не было, его отец и мать сильно пострадали от руки некоторого крымского владетеля, который называется Али-бей. Али-бей. Он их сильно обидел, и Чура Батыр, вернувшись из скитаний, из казачества, отомстил этому бию за то, что он вот причинил ущерб его отцу и матери. И из-за этого, так как у Али-бея было много сородичей, Чура Батыру пришлось бежать из Крыма. И вот он попрощался со своими родителями, и родители ему посоветовали пойти в Казань. Чура Батыр собрался в дорогу, и при этом, выходя на дорогу, он попрощался со своими родителями, и вот что сказал про родной край. «Эй, туған жер, атам анам тұрған жер, шик бойында ике ханға қазақ болып тұрған жер. Туғайлары төшәктәй, иркен дала бешектәй, уйнап күреп үскән жерім, онытылмассың ничектә». Он вот после этого удалился в Казань, и там в Казани у него оказались знакомые. Одного из них звали Кулунчаком, и Кулунчак ему помог там занять определенное положение. Кстати, вот я думаю, что этот Кулунчак на самом деле известный из рассказов о Сюембеке Кущак, Оглан Кущак, то есть крымец. И вот видно, что есть какая-то подспутная связь между первоначальным крымским проживанием Чура Батыра и потом его уходом в Казань и некоторыми его связями. Он по пути, Чура Батыр тоже заглянул, кажется, в Касимовское ханство. Я могу сказать, что люди по фамилии Кулунчаковой были среди касимовских татар потом. И вот Чура Батыр занял видное место в Казани, но он в основном занимался военными делами, воевал. И вот он настолько успешно воевал, отбивал атаки русских кафиров, он стал знаменитый, и в результате русские его не смогли ни разу победить, и поэтому со стороны русских возникла мысль придумать, как Чура Батыра уничтожить. Они нашли очень хороший вариант, подослали к нему русскую девушку, а так как Чура Батыр оставил свою жену в Крыму, он эту девушку принял в качестве, скорее всего, наложницы, но она от него понесла и ушла к русским. И родила у русских ребенка. Русские воспитали этого ребенка, сделали из него воина, и впоследствии он сражался со своим отцом. То есть здесь какие вот эпические вещи возникают, которые есть во многих эпических произведениях, битва отца с сыном. И в итоге Чура Батыр фактически, согласно Дастану, погиб, сражаясь с русскими и особенно со своим собственным сыном. В некоторых версиях Дастанов они оба в пылу битвы упали в Волгу с лошадьми и утонули. Но есть и другие версии смерти Чура Батыра, о которых я скажу еще. Но здесь нам надо обратиться к другим вещам, а именно к родственным связям Чура Батыра и к определению, кем он являлся на самом деле. Почему вот о нем есть такой Дастан очень интересный, и с чем это связано.
Мы долго искали следы Чурабатыра, в конце концов обнаружили. Совсем недалеко от Казани есть некоторые населенные пункты, которые оказались связанными с ним. Вот в сторону Дубья здесь у нас деревня Корагужа. И фактически мы обнаружили ряд казанских исследователей, его генеалогии. И нам удалось выстроить генеалогию его вплоть до начала XV века. И оказалось, что среди предков Чурабатыра есть Корахужа, который был на самом деле одним из беков хана Тохтамыша. Причем этот бек последний раз упоминается в 1405 году с весьма интересной миссией. Тохтамыш, который долго воевал с Эдигеем, в конце концов решил примириться с Тимуром и послал к Тимуру вот этого своего бия Корахуджа и попросил прощения у Тимура и хотел с ним помириться, чтобы обратно воссесть на ханский престол в Сарае. Вот Корахуджа пришел с такой миссией. К сожалению, его миссия не увенчалась успехом, потому что вскоре же Тимур умер. Как раз готовил поход в Китай. И вот этот Корахуджа потом возникает в Крыму в интересных генеалогиях, а именно в генеалогиях клана Аргын. Там тоже Корахуджа имеется в генеалогии. И вот получается, что это были люди Тохтамыша, и мы сейчас уже точно знаем, что хан Тохтамыш вышел с левого крыла Золотой Орды, и владения его предков находились на Мангышлаке. И как раз вот среди личных племен, ну, как сказать, гвардии Тохтамыша и его предков были 4 клана: Ширин-Барын, Кипчак, внимание, Аргын. Это вот были личные группы, которые были у хана Тохтамыша. И вот когда хан Тохтамыш уже был убит, и его сыновья вели жестокую войну с Эдигеем и с Эдигеевичами, на определенной стадии один из родственников Тохтамыша, а именно Улу-Мухаммед, был поднят на ханский престол, и с ним в окружении его были вот его личные племена. В числе как раз, конечно, и аргыны были. Потом, когда Улу-Мухаммеду пришлось, его основное владение было Большой Орде, и Крым тоже входил в его владение. Когда он там потерпел поражение от других соперников, он ушел в Казань. И фактически получается Тохтамышевичи с собой, ну вот он тоже, Улу-Мухаммед относится к Тохтамышевичу, с собой увели часть вот своих племенных образований. Мы точно можем сказать, что с Улу-Мухаммедом ушли ряд воинов, их было где-то 3500 человек, когда они уходили. И вот часть из них оказались в Казани, в Старой Казани вначале, потом построили новую Казань. И фактически стали правящей элитой Казанского ханства. Вот среди них были представители племени Аргын. Но ушли не все, в Крыму остались, часть вот этих групп тоже остались в Крыму. Они потом видны в крымских документах как знатные лица, которые в Крыму являлись карачабеками. И вот видно, что Чурабатыр не зря с Крымом связывается. Как бы аргыны находились и в Казани, и в Крыму, и в случае необходимости представители клана могли из одного ханства перебраться в другое. Вот про Чурабатыра точно можно увидеть, что он такой вояж совершил. Может быть, его отец Наран тоже приходил в Казань из Крыма. Такое возможно. Скорее всего, вот эти перемещения случились, когда в Казани сели на престол после смерти уже наследников прямо Улу-Мухаммеда, когда гиреи стали ханами в Казани по приглашению казанцев. То есть это вот начиная с Сахиб-Гирея, потом Сафа-Гирей вот сидели на престоле. И ясно, что вот Чурабатыр, так как был знатного рода, он мог быть в Казани только Карачебеем. И что интересно, в русских документах он постоянно называется властель, то есть владетель улуса, также называется воевода или большой воевода, и называется большой князь. Большой князь – это Улубей, это титул карачабеков. И вот Чура, русские документы его называют Чура-Нарыков, фактически фигурирует в казанских материалах
начиная примерно, ну, по разным данным, с 20-х годов XVI века до 1546 года. Он фигурирует как знатное лицо. Он несколько раз появлялся в Москве тоже, в том числе участвовал в приглашении ханов на Казанский престол. Но вот я сказал, первоначально был выходцем из Крыма и был связан с крымскими гиреями. Однако возникли некоторые обстоятельства, которые вот Чуру Нарыкова поставили в не совсем хорошее положение. Потому что по казанскому летопису, известному источнику русского происхождения, видно, что Чура Нарыков все-таки своего хана Сафагирея предал и участвовал в приглашении на Казанский престол Шах-Али, Касимовского царевича. И видно, что это было тоже не случайно, потому что я уже говорил, что, согласно Дастану, Чура-Батыр по пути в Казань заглядывал в Крым. Не исключено, что вот касимовские аргынцы были связаны узами родства, в том числе и вот с Чура Нарыковым. Там тоже аргыны имелись. Поэтому, согласно Дастану, я уже сказал, Чура-Батыр умер погиб в битве с русским войском, но казанская история рассказывает совершенно другое, а именно Сафагирей, которому пришлось в 1546 году покинуть Казанское ханство, на его место сел Шах-Али, который недолго сидел. Сафагирей, вернувшись, решил наказать тех людей, которые привели к престолу касимовского хана Шах-Али. И вот одним из тех людей, которые были, вернувшись Сафагиреем, убитой, был Чура Нарыков. Поэтому он был, скорее всего, убит где-то летом 1546 года наряду с целым рядом других знатных лиц из Казанского ханства. И вот что самое интересное во всех этих рассказах, мы в Дастане имеем вот почетную смерть Чуры Нарыкова в битве с русскими. Я думаю, что это отражение вот этнического самосознания татар того времени, но в других татарских легендах, которые были записаны нашими археографами, специалистами в Казани, он умер не так почетно. А именно Сафагирей его догнал, когда он удирал из Казани, поймал его и влил ему в рот расплавленное серебро и сказал: вот ты хотел денег, за деньги продался, вот получай эти средства. То есть здесь смерть была не такая почетная. Но здесь вот есть детали в казанском летописце. Чура-Батыр как раз хотел уйти к Шах-Али, и с ним были 500 воинов, еще 1000 человек, тоже вооруженных лиц. То есть Чура-Батыр с очень большим войском, это как раз характерная черта карачабеков, которые были военными предводителями, из Казани бежал в сторону Касимова, но дойти не смог. Его поймали где-то на пересечении еще до перехода реки Итили, и поэтому он в сражении, я думаю, и погиб там, сражаясь со своими сторонниками, с войсками Сафагирея. Вот сейчас я хочу сказать, что Дастан сообщает интересные сведения и о том, почему Чура-Батыр вот погиб от руки собственного сына. И там есть некоторое послание потомкам. Этот его сын иногда называется дочерью, вернее, сыном дочери Шах-Али. Иногда называется вот русской наложницей, которая была прислана русскими. В обоих случаях, даже вот когда речь идет о дочери Шах-Али, эта женщина называется Соре-Кони, то есть светловолосая. Я думаю, что в Дастане намекается или на русское происхождение этой женщины, или же на происхождение из русского владения этой женщины. И фактически Дастан сообщает о том, что вот если ты женился на
представитель другого народа, то твое племя потерпит урон именно от этого потомка, который родился в другой среде. Значит, мы понимаем, что во времена Чуры-Нарыкова уже многие татары бежали в Московское царство, некоторые вообще там служили этому царству, типа шахалей, и они жили в русском окружении, уже претерпели русское влияние, и Дастан предупреждает, вот нельзя с ними связываться, потому что это будет вредно для вашего рода. Это вот послание потомкам. И другая интересная вещь, которая содержится в Дастане, она содержится в казахских версиях. Кстати, казахские версии очень обширны. Шра называется, и есть специальный Дастан у казахов, посвященный и отцу Чуры, Наран Био. В казахских версиях говорится, что Чура-Батыр погиб интересным образом. Он со своим другом, вот Кощаком или Кулунчаком, сидели, беседовали после того, как они сразились с калмыками, а для казахов было важно вот калмыкская сторона битвы. Сидели, обменивались мнениями, и при этом Кулунчак спросил Чуры: а где у тебя смерть находится? Где смерть твоя спрятана? Чура сказал: мне нельзя говорить тебе, где у меня смерть спрятана, это для тебя опасно. И вот тогда Кулунчак все-таки заставил ее признать, где у него смерть находится. Чура-Батыр сказал, что у меня смерть спрятана внутри змеи. И только он это сказал, откуда ни возьмись появилась огромная змея. Она уничтожила Кулунчака, и в это время Чура-Батыр бесследно исчез, растворился. Я вот обдумывал этот сюжет и никак не мог понять, что означает змея. На самом деле явно имеется в виду вот дракон, Аждаха. Я тут вспомнил, что согласно татарским эпическим произведениям, эта змея связана с женской натурой. Некоторые змеи могут превращаться в женщин, и вообще есть вот невидимая связь между женщинами и змеей. Похоже, что казахская версия говорит, тоже предупреждает об опасности вхождения в связь с женщинами, и тем самым мы вот возвращаемся к этому сюжету, связанному с предупреждением насчет женщин. И вот самое последнее, что я хочу сказать, что весьма важно, я считаю, почему Чура-Батыр оказался последним татарским батыром. Почему после него не родились другие батыры? Хотя у казахов, я сказал, у нагайцев они возникали еще в 17 веке. Дело в том, что фигура Чура-Батыра и этот Дастан завершают целую эпоху татарскую, когда татары были на стадии потери своих политических образований. Тюрко-татарские государства были на стадии исчезновения. Русские наступали, и вот Чура-Батыр, который защищал свою родину и Казанское ханство, тюркский юрт, он еще мог быть и мог считаться батыром, потому что он сражался за родную землю против неверных, как конный рыцарь, как предводитель воевода. И вот после того, как Чура-Батыр умер, Казанское ханство и другие татарские ханства оказались в руках русских, такие батыры уже больше появляться не могли, потому что они стали служилыми татарами и стали зависимыми вассалами других хозяев и уже сражались не за свою родину, а сражались за чужие интересы. И вот Дастан Чура-Батыр четко фиксирует этот факт. То есть там фиксируется начало колониального периода татарской истории.